Чеченцы, живущие в горах, разводили животных и промышляли охотой. Равнинные занимались земледелием. Жители разных местностей обменивались между собой излишками производимых продуктов. У нас было такое смешанное скотоводство и земледелие. И, конечно, все продукты сырые. Особенно, вы знаете, очень полезно, это сыворотка была. Сыворотка настолько полезный продукт, что, может быть, даже здоровье чеченцев во многом поддерживало именно вот питье этой сыворотки постоянно. Ну и кроме того, кефир делали, прям в чанах стояли, прям ложка становилась кефир. Свое масло было. Среди самых уважаемых мастеров в чеченских поселениях были кузнецы. Они изготавливали и чинили инструменты для всех других ремесленников, подковывали лошадей и могли изготовить оружие. Хотя оружейники – это отдельный класс мастеров. Их произведения с богато украшенными рукоятями ценились далеко за пределами Чечни. У нас было прославленное село Дарго, где были оружейники. Вот сейчас уже несколько книг вышло чеченское оружие. И была сабля, она называлась Терс Маймал. Обезьяна, вертящаяся обезьяна. Это была уникальная очень сабля. Распространенными женскими ремеслами было шитье, обработка шерсти и кожи. Свидетельством мастерства народных зодчих является чеченская башенная архитектура, которая развивалась в средние века. Как правило, секреты строительного ремесла передавались от отца к сыну. Иногда строительством занимался весь род, хранивший свои традиции, правила возведения зданий. Это были вот жилые башни каменные. Очень многие из них были построены без раствора, то есть пригонялись камни. Они строились в очень опасных местах. Это была высочайшего уровня строительная техника. Башни с пирамидально-ступенчатой кровлей, сейлинги, наши склепы. Вот они простояли по сегодняшний день. Рядом с жилыми башнями стояли более высокие оборонительные. К XVIII веку в горных районах Чечни основным видом жилья были каменные сакли. Равнинные жители строили глинобитные или саманные сакли. Но был такой порядок. Если вообще наши дома вот раньше как располагались, это была открытая веранда такая, и вот шли комнаты такие. Родительская, детская, где обедали, встречались. Для гостей строились отдельные дома, которые стояли во дворе. Они так и назывались «хешцла», что с чеченского переводится как «дом гостя». Гость – это от Бога. А гость – это любой человек, который зашел в твой дом с добрыми пожеланиями. Он может быть близкий, далекий, твоей веры, не твоей веры, это не имеет никакого значения. Так вот, почему строили этот дом во дворе? Дело в том, что это горы, это, в общем, довольно экстремальные условия, пурга, там мало ли что, человек может быть в дороге. Он может ночью подойти к твоему дому, хозяин оставлял там еду, воду, постель, естественно. Ну вот все, что человеку нужно, чтобы помыться, сделать, совершить молитву. Там оставлялась вода, и даже многие хозяева оставляли оружие, чтобы, если вдруг ему надо защищаться, хозяин не боялся. Оставлял ему оружие. И только утром узнавал, что в его доме побывал гость.